Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. В апреле 1578 года ко двору Крымского ханства прибывает богатое посольство от короля Стефана Батория во главе с шляхтичем Мартином Браневским. Последний выполнял обязанности секретаря при Батории и являлся одним из блестящих дипломатов Польского королевства. Благодаря его опыту и умению вести переговоры был заключен взаимовыгодный мирный договор ханства с Речью Посполитой. Описание Татарии дает представление о времени правления Мухаммеда Герая II. Это и территории, которые населяли крымские татары той эпохи, и оставленные ими памятники архитектуры, а еще действующие законы и порядки. К примеру, он сообщает важную деталь, что ни один иностранец, вступивший на полуостров, не мог возвратиться оттуда без особой ханской грамоты. Браневский описывает древний город Херсон, более известный как Херсонес, который сохранял остатки былого величия. И несмотря на то, что город был безлюден, крымцы бережно относились к наследию своих предков. Послу посчастливилось видеть в Херсоне царский дворец с башнями, мраморными колоннами и воротами. Дипломат сообщает, что в окрестностях одной из ханских резиденций Алма-Сарай есть несколько небольших городков и дворцов. Они принадлежат многочисленным представителям ханской семьи, в частности, ханским женам, детям, братьям и женам братьев. Сегодня же мы почти о них ничего не знаем. Он также пишет, что земля в ханстве обработана и плодородна, что свидетельствует о развитом сельском хозяйстве. А еще он отмечает, что в предгорной части Крыма много рек, в которых водится рыба. Правда, крымские татары не особенно употребляют ее в пищу, так как в их стране развито животноводство и страна богата мясом. Именно ему и отдают предпочтение все слои населения Татарии.
А еще Браневский говорит о том, что Мухаммед Герай большой любитель охоты, и не только соколиный, как все его предки. Хан предпочитает охотиться в степи с охотничьими собаками. Не мог Мартин Браневский обойти своим вниманием селение Фоти-Сала. Фактически уже при первых крымских ханах оно имело особое значение. Здесь находились посольские дворы литовских и польских дипломатов. Автор пишет, что селение располагалось в живописной местности и было довольно большое. Его основными жителями были знатные генуэзцы, которые не пожелали покидать Кафу после событий 1475 года. Они официально получили от крымского хана это селение и выстроили собор. Как видно из источников, в те годы в соборе был один священник францисканского ордена, который официально входил в состав татарского посольства королю Стефану Баторию и Вильно тесно общался с папским легатом. Но что по-настоящему удивляет Браневского, так это строгость законов, точнее, с каким уважением к ним относятся крымцы. Здесь стоит привести отрывок полностью. Итак, слово автору. Судопроизводство основано на законах мусульманских. В селениях и местечках есть кади или судьи, а в иных местах – беи. Они решают и выслушивают частные споры и жалобы. Но уголовные и гражданские преступления решает сам хан со своими советниками. В тяжбах и делах нет адвокатов. У них нет ни ябедничества, ни доносов, ни обвинений и оправданий, излагаемых в порядке судопроизводства. Простые татары и чужестранцы в присутствии судей, самого хана, который выслушивает каждого и выносит решения, свободно излагают свои жалобы, ибо все имеют к нему свободный доступ. Когда хан является всенародно, тогда самые бедные ничтожные люди обращают на себя его внимание. Он их выслушивает, расспрашивает и отвечает благосклонно. Законы исполняются с большой строгостью. Судьи у них почитаются людьми непоколебимыми, справедливыми и честными. Они вовсе чужды всяких ссор, преступлений, зависти, ненависти, честолюбия и излишней роскоши в одеянии и в домашнем быту. Я жил там более 9 месяцев, но не слышал ни об одном уголовном преступлении. Никто не поступил вопреки законам, никто не делал ни доносов, ни сплетен, чтобы навредить врагу. Удивляло иностранца отсутствие преступности и даже мелкого грабежа в Крыму, а также с каким человеколюбием и гостеприимством принимали путешественников и бедных странников. Ну и, конечно же, дипломат не мог обойти вниманием, какие посольства побывали в Бахчисарае в его бытность, как их встречали, где размещали и содержали, какие подарки они привозили и в каком порядке проходили аудиенции и приемы в ханском дворце. Ну и самое главное, как настоящий дипломат и агент польского короля, Браневский изучал военное дело ханства. Численность войска, тактику в бою, виды вооружения, содержание, способ выкупа пленных. Конечно же, описание Татарии Мартина Браневского хоть и является интересным источником, но все же не отражает полной картины периода правления крымского хана Мухаммеда Герая и тем более его политической составной. А между тем, именно в эти годы решался важный для страны вопрос – участие в персидской кампании на стороне
османского султана. Летом 1578 года крымский хан получает письмо от султана Мурада III, сменившего на османском троне своего отца Селима II еще в 1574 году. Мурад предлагает выступить в совместный поход против Персии. Он пишет, что османы уже заняли Тифлис и к исходу лета намерены захватить Ширван. Поэтому силы крымско-татарской конницы необходимы главнокомандующему Лала Мустафе Паше. Султан очень надеется на поддержку крымского союзника в этой священной войне против шиитов. Мухаммед хорошо понимает, что Мураду важны были не шииты, а новые территории. Посчитав, что для крымского ханства поход был невыгоден, хан принимает решение отказаться. Мухаммед Герай подготовил официальный отказ султану, но отправить не успел. Вмешалась его мать Анабиим Султан и изменила ход истории. Первая дама ханства посчитала, что султан вовремя начинает войну. Персидская держава ослабла. Кызылбашские мурзы отвлечены тем, что делят страну между собой, а сам шах Мухаммед Худабенде настолько немощен, что целиком и полностью зависит от собственной жены. Хан соглашается, но не видит смысла воевать за интересы Османской империи. Он считает это бессмысленной тратой сил и средств. Тогда Айше Фатьма Султан мягко напоминает сыну, что еще его славный прадед хан Менгли Герай и султан Селим Явуз дали друг другу слово, что будут поддерживать во всех войнах друг друга, и их потомки должны быть верны этому обещанию. Анабиим считает, что крымско-татарская армия должна вступить в войну, как о том просит султан Мурад. Но повести ее к Дагестану должен не хан Мухаммед Герай, а Калга Адиль Герай. Для него это прекрасная возможность проявить свою доблесть в военном походе против персов. Хан не видит смысла в словах матери, но Анабиим напоминает о ссоре между братьями, возникшей много лет назад. Тогда, по ее мнению, Адиль посмел посягнуть на права Мухаммеда, а потерпев неудачу, уехал за Ор-Капы, поселившись среди нагайцев. И только благодаря их отцу Девлету Гераю хану удалось восстановить добрые отношения между братьями. Но Анабиим уверена, что Адиль с тех пор таит обиду на старшего брата. Она говорит сыну, что Калге нельзя доверять, тем более, что за годы жизни в Болу-Сарае он сблизился с главами нагайских родов, а значит, при удобном случае нагайцы его поддержат.
Абиим не скрывает от сына, что видит в этой военной кампании свой интерес. Ее настораживает, что Адиля Герая поддерживает глава ширинского рода. И это неудивительно, ведь его жена Кутлук Султан Ханым – родная сестра Адиля Герая и дочь ее соперницы Хан Сугры. Кто знает, какие они плетут интриги во дворце Калгиева к Меджите. А сейчас предоставляется идеальный случай удалить из страны потенциального соперника хана. Мухаммед убеждает мать, что между ним и его братом более нет недоразумений, а султан видит его главнокомандующим крымско-татарской армии. Но у Абиим были свои планы, и важно было в этом убедить сына. В итоге хан обещает подумать над ее словами, а свое решение он огласит в ближайшее время на Государственном совете.